эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Вакцинация россиян старше 60 лет – абсолютный приоритет правительства. Именно у них заболевание чаще дает осложнения. Стоимость проезда в столичных автобусах подорожает в среднем на 2 рубля с 1 января. Подарок к Новому году. Долгожданное открытие городской бани состоялось в Ленске. Она не работала с 2014 года. Вакцинация россиян старше 60 лет – абсолютный приоритет правительства. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В ходе брифинга по эпидситуации в стране она сообщила, что смертность за период январь-ноябрь увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем вице-премьер отметила, что правительство подготовило план мероприятий по развитию системы санитарно-эпидемиологического надзора на ближайшие 7 лет. Первая наша вакцина «Спутник Ви» получила разрешение на использование вакцинации граждан 60+. И сегодня уже многие регионы расширяют вакцинацию и на эту категорию граждан. Хочу подчеркнуть для наших уважаемых коллег из регионов, что это абсолютный приоритет для нас, потому что мы на опыте течения пандемии в 2020 году видим, что эти граждане, с учетом того, что у них достаточно много хронических заболеваний, наиболее подвержены и заболеваемости ковидом, и, к сожалению, смертности. Услуги поликлиник станут доступнее и качественнее, а получить специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках можно будет без направления врача. Об этом также рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве. В новом году на 163 миллиарда рублей увеличится финансирование первичной медицинской помощи. Напомню, с 1 января стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения. Всего на нее предусмотрено 800 миллиардов рублей. Это та помощь, которую оказывают врачи в поликлиниках, фельдшеры сельских медпунктов и бригады скорой помощи. Пожар произошел в здании общежития на территории горно-обогатительного комбината Иннаглинский в Нюрнбергском районе. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание горело по всей площади. Пожар локализован, погибших и пострадавших нет. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в кабельной трассе. Виновное лицо, ущерб устанавливаются. В ближайшие дни в северные районы Якутии полностью завезут социально значимые продукты питания. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства республики Василий Афанасьев. Уже доставлено 46 тысяч килограммов продуктов. Сегодня и завтра будут сделаны последние зеленые рейсы в Момский и Устьянский районы. Туда доставят 11 тонн овощей и фруктов. Правительство региона держит ситуацию на контроле. Стоимость проезда в столичных автобусах подорожает в среднем на 2 рубля с 1 января. Информацию подтвердил директор «Союзавто» Андрей Косицкий. Так, проезд за наличный расчет обойдется в 30 рублей. Также на 2 рубля повысится цена по транспортной карте с 23 до 25 рублей и банковской карте с 28 до 30. На 1 рубль увеличится стоимость по проездным билетам, а по картам «Спутник» тариф останется на прежнем уровне – 23 рубля. Такое решение было принято из-за повышения НДС, цены на топливо и запчасти. Глава Якутии с рабочим визитом посетил Нюрнбергский район. Айсан Николаев принял участие в открытии детской поликлиники после капитального ремонта. Он также посетил другие отделения Центральной районной больницы и проверил оснащение медицинским оборудованием. Екатерина Павлова продолжит тему. Здание детской поликлиники площадью 5185 квадратных метров рассчитано на 300 посещений в одну смену и отвечает всем современным требованиям. Оказание медицинской помощи пациентам будет проводиться в рамках новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, для которой внедрены бережливые технологии, произведено разделение потоков пациентов, разработана интуитивная навигация. На возрождение поликлиники было направлено порядка 240 миллионов рублей из федерального
федерального и республиканского бюджетов. Это еще не все. Мы еще здесь должны до конца довести работы по благоустройству, обустройству подвальных помещений. Но это вот именно те работы, которые уже не будут мешать главной задаче поликлиники. А главная задача поликлиники уже с завтрашнего дня принимать здесь наших маленьких пациентов, обеспечивать их здоровье. Здоровье людей очень важно, и недаром я вот следующий год Якутии объявил годом здоровья, но здоровье наших детей, оно просто бесценно. По национальному проекту здравоохранения для Нерюнгринской центральной районной больницы закуплено самое современное тяжелое медицинское оборудование – аппарат МРТ и ангиограф. Таких устройств в Нерюнгринском районе раньше не было, и они были крайне востребованы. Сегодня на месте появилась возможность лечения больных с сердечно-сосудистой патологией. Ангиография и проведение эндоваскулярных вмешательств позволит сократить время оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи нерюнгринцам, а магнитно-резонансная томография позволит проводить диагностику злокачественных новообразований на ранних стадиях развития. Нам позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи в этом направлении с одной стороны, с другой стороны повысит уровень нашей организации на более высокий уровень. СН Сергеевич, мы справились с данным проектом и готовы в будущем к новым проектам. Спасибо большое. С открытием новых медицинских объектов в районе сделан огромный шаг в будущее. Ведь улучшение системы здравоохранения – это один из показателей улучшения качества жизни населения. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Долгожданное открытие городской бани состоялось в Ленске. Она не работала с 2014 года. Глава района постановил реконструировать объект и снова запустить в эксплуатацию. В обновленной бане побывала Светлана Балеева. Торжественное открытие в связи с пандемией собрало совсем немного ленчан. В основном тех, кто так или иначе причастен к возрождению социального учреждения. Я без преувеличения скажу, что для ленчан событие это знаковое. В Ленске уже более 15 лет, наверное, баня не функционировала. Стараниями районного совета депутатов, совета старейшин мы неоднократно собирались, ставили эти вопросы перед главами и города, и района. И в конце концов новый созыв депутатского корпуса выделил деньги на реконструкцию бани. Перерезал ленту глава района и руководитель муниципального казенного учреждения «Гранит», в чьем видении и будет находиться социальный объект. Реконструкция проведена по инициативе главы района. На эти цели выделено из местного бюджета 39 миллионов рублей. На самом деле, вот эти, наверное, скажем, социальные проекты не обязательно, они нужны, потому что они как бы дают, наверное, социальную ответственность, социальную нагрузку для любой администрации. Но я сегодня хочу поздравить и всех, и поблагодарить всех работников администрации, наш депутатский корпус за проведенную работу за эти годы, что благодаря все-таки нашему, наверное, совместной работе, пониманию этих, скажем, наверное, ремонта и запуска этих объектов, что она обязательно в нашей жизни. После торжественной церемонии была организована небольшая экскурсия по помещениям бани. В раздевалках появилась новая удобная мебель. В женском и мужском отделениях установлены деревянные скамьи. В каждом из моющих отделений индивидуальные душевые кабины и, конечно, сауна с новыми современными электропечами. Рассчитано на 50 человек, 25 женский, 25 мужской. Имеются сауны-парилки. Работает по последней технологии вентиляционная система. Предусмотрена обязательно отдельная кабина есть для инвалидов. Специальные лавочки сделаны. Душевая специальная для них предусмотрена. Скоро здесь появится мужская и женская парикмахерская, массажный кабинет и буфет. В холле уже обустроено место для отдыха. Баня, я считаю, это не роскошь. Это такое заведение, которое должно быть востребовано. И я желаю всем ленчанам легкого пара, здоровья и посещайте вновь открывшуюся баню. Насладиться легким паром жители смогли в день торжественного открытия бани. Надо сказать, что многие уже его оценили. Книга отзывов и предложений уже пестрит словами благодарности. Работать баня будет каждый день, кроме понедельника. Билет в баню будет стоить 300 рублей. Льготной категории он обойдется в 150 рублей. Для ветеранов и инвалидов баня бесплатна. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Особенное семейство Стерхов. Сегодня на нашем телеканале в 20:30 состоится премьера фильма известных китайских документалистов. Переводом и озвучкой занимались наши земляки, живущие в городе Далянь, Мира и Григорий Максимовы. Якутские стерхи – связующее звено между двумя странами, и сегодня в мире осталось всего 3600 этих птиц. И сохранение их популяции – одна из важнейших экологических задач. О том, как шла работа над документальной лентой, расскажет Ульяна Шагина.
Я пришла на поля лотоса, чтобы пофотографировать стерхов. Якутянка Мира Ушкалова-Максимова озвучивает на русском языке фильм о якутских стерхах, снятый китайскими документалистами. Кропотливая работа по переводу и озвучке практически завершена. В Китае даже сняли новостной сюжет о работе якутских переводчиков. Здесь супруг Миры Григорий делится своими эмоциями от увиденного на озере Паянху. Мы, якутяне, можем прожить всю жизнь, так и не увидев ни одного стерха. А тут их тысячи, да еще и в такой близости. Я очень впечатлен и взволнован. Пресноводное озеро Паянху – единственное место, куда на зимовье слетается порядка 4000 сибирских стерхов. Их популяция стремительно сокращается. Из 3 ранее существовавших маршрутов миграции этих птиц сегодня остался единственный – из Сибири на юг, то есть из Якутии в Китай. И заповедник 5 звезд, базирующийся на озере, делает все возможное, чтобы защитить стерхов в первую очередь от самого человека. На озере Паянху есть возможность, благодаря работе обычных людей, крестьян, которые кормят, подкармливают наших стерхов. Поэтому, конечно, мы под впечатлением, и их вот эти звуки, их голоса стершины, они вводят в транс. Вот это какое-то вот монотонное их пение просто действительно непередаваемо. Документальный фильм на китайском языке под красивым названием «Особенное семейство стерхов» уже показали по центральному телевидению Поднебесной. Теперь возможность оценить его появится и у российского зрителя. Работа по переводу и озвучке была кропотливой, но у Миры к стерхам особое отношение. Очень надеемся, что к Новому году документальный фильм будет уже готов. И якутяне смогут увидеть историю про особое семейство стерхов. Территорией гнездования в России стерхи выбрали Аллайховский район. На протяжении многих лет территория была регионального значения. И только в прошлом году, благодаря экологам, удалось изменить его статус на федеральный заповедник. За короткий период работы парка проведена большая работа по укреплению материально-технической базы. В настоящий момент подписываются соглашения с научно-исследовательскими организациями, в том числе и с зарубежными. Ведутся переговоры по планированию научных исследований. Начаты работы по разработке проектов экологического туризма. Фильм о стерхах не просто документальный фильм. Он призывает объединить общие усилия России и Китая для того, чтобы сохранить мировую популяцию священных птиц. Птиц, которые своим пением и танцами приносят удачу и счастье на всю жизнь. Ульяна Шагина, Эдгар Николаев, Якутск, Далянь. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя, не забывайте про маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи.